Пришла новость о том, что в Крыму оккупационные силовики ФСБ закончили следствие по делу Эдема Бекирова. И вот с нами на связи Алексей Ладин, адвокат. Доброе утро, Алексей. Доброе утро. А что это значит? Что значит закончено следствие и что дальше? Значит, вчера следователь ФСБ уведомил нас об окончании предварительного следствия. То есть, по мнению следствия, все следственные действия, которые доказывают вину Бекирова, проведены. Сейчас будет стадия ознакомления с материалами уголовного дела. То есть следствие обязано представить Эдему Бекирову и нам, его защитникам, все материалы уголовного дела для ознакомления, после чего дело должно быть передано в суд. Но хочу сказать, что в настоящий момент для нас, конечно, приоритетно понудить следствие исполнить решение ЕСВЧ о срочных временных мерах. Спасибо моим коллегам, которые подали жалобу в порядке правила 39. И ЕСВЧ принял решение о том, что Эдема Бекирова следует немедленно направить в больницу для надлежащего лечения и обследования. Соответственно, вчера мной было подано об этом ходатайство следователю. И сегодня я также уведомлю об этом все органы, которые должны исполнять, которые должны контролировать соблюдение прав и свобод человека, в том числе уполномоченных по правам человека. А сколько это Соответственно, может надеюсь, занять время? в ближайшее время Эдем Бекиров все-таки будет направлен в больницу. В ближайшее, то есть у вас нет информации о том, когда это будет сделано, нет сроков? Ну, на самом деле, да, сроков нет, но Европейский суд по правам человека в своем решении высказался однозначно, немедленно. А немедленно, насколько я понимаю, собственно, смысл этого слова, это сразу же после того, как поступит это решение соответствующие органы. А скажите, изменилось ли само обвинение в итоге? Что инкриминирует Эдему Бекирову? Ага, я понял, да, действительно, обвинение перепредъявили, но фактически фабула обвинения осталась та же. Единственное, что было изменено, уточнено следствием, следствие обозначило конкретное время, когда Эдем Бекиров якобы передал сумку с боеприпасами и патронами, то есть весом около 14 килограмм, тому мифическому, я бы сказал, свидетелю под псевдонимом Меметов. И это время, по мнению следствия, 5 мая, 00 часов 30 минут. Соответственно, после допроса защита тут же ходатайствовала о допросе родственников Эдема Бекирова, потому что он приехал в Крым и, собственно, в это время находился в квартире своей дочери в окружении своих родственников. И они могут абсолютно точно подтвердить, что он никуда, в принципе, не выходил. Угу. То есть есть алиби, и вы готовы это алиби предоставить? Конечно. Мы предоставляли это алиби с самого начала предварительного следствия. Даже когда обвинение было не конкретным, то есть обвинение было в период там такой-то, но не позднее 31 мая. Мы как бы проконсультировались с Эдемом Бекировым, да, и он пояснил, что он 4 мая приехал в Крым и 7 мая уехал из Крыма. То есть, несмотря на то, что обвинение не было конкретизировано, мы готовы были пошагово рассказать по часам, где он находился с 4 по 7 мая. Соответственно, сейчас ситуация для нас несколько упростилась. Нам надо конкретно доказать, что в это время он не был на той точке, где он якобы передавал оружие и боеприпасы. Спасибо. Удачи вам и скорейшего освобождения Эдему Бекирову. Спасибо, что были на связи. Это был Алексей Ладин о преследовании политического узника Кремля Эдема Бекирова.